In Jesus' name, we want to share your word. Отец, во имя Иисуса мы хотим сегодня разделить это слово. Father, I just want to die a trillionfold right now. Отец, я хочу просто умереть сегодня, прямо сейчас. That you will speak through me. Чтобы Ты говорил через меня. Use me as your mouthpiece. Используй меня как свои уста. Use me as your oracle. Используй меня как свой громкоговоритель. Father, I give myself into your hand. Отец, я отдаю себя в Твои руки. Let me not preach what I like or want to preach. Не позволь мне сегодня проповедовать то, что мне нравится проповедовать. Father, preach to me. Но, Отец, Ты проповедуй через меня. Use me as your microphone. Используй меня как свой микрофон. Use me as your loudspeaker. Используй меня, чтобы я был Твоим громкоговорителем. Father, I thank you Отец, я благодарю Тебя, that you've touched our hearts что Ты коснулся наших сердец, and you've made them a fertile ground. и Ты сделал их хорошей почвой. And every word that will fall on that ground will give fruit. И каждое слово, которое будет падать на эту почву, будет давать плоды. In Jesus' precious name we pray, and everybody Во say, имя Иисуса мы молимся, все скажем. Amen. Аминь. Yeah, the last time I talked on the stage, on what did I talk? В прошлый раз, когда я говорил со сцены, о чем было мое слово? Who can remind me and us? Кто может напомнить мне и нам? On what did I talk? О чем мы говорили, на какую тему было слово? Come again? How to get what we want. Как No? получить то, что мы хотим? Prophet. Huh? Huh? Prophet. Not prophet. Everybody forgot. Все забыли. Okay. Let us remind ourselves. Let's look into the paper. Давайте сами себе напомним, о чем же шла речь. Посмотрим на бумагу. Okay, let me help us to help ourselves. Давайте мы поможем сами себе, помочь себе. Amen. I mentioned something about minutes. Я упоминал что-то About minutes, about hours. о минутах, о часах. Может, кто-то припоминает? Yeah, what did you say, friend girl? Что вы сказали? 30, 30 what? 30, 30. What's the meaning? Amen. I talked on 30 minutes, 30 minutes, 30 minutes. Да, действительно, я говорил о 30 минутах, 30 минутах и 30 минутах. I said that is a program to give you a breakthrough, peace, joy, anytime. И я говорю о том, что это программа, которая позволяет прийти прорыву в вашу жизнь, миру, радости и всем другим хорошим вещам. Amen. Аминь. It's a program that gives you breakthrough every time. Это программа, которая приносит прорыв в вашу жизнь в любое время. Anytime, anywhere. В любое время и в любом месте. So what did I say? The first 30 minutes, what do you need to do? Итак, что я говорил? Первые 30 минут, что вам нужно делать? Who can remember? Кто помнит? Танцевать. Yes. You begin to dance to Christian music. Итак, первое, что вы делаете, 30 минут вы танцуете. Even if you are a good singer, also put the music to play. Вот христианскую музыку. Даже если вы хороший певец, вы поете, все равно включите, и пусть музыка играет. Why do we do that? Почему мы это делаем? Для чего? Our senior brother, Brother David, who became King David, Наш старший брат, брат Давид, который стал царем, first discovered the secret. самый первый обнаружил этот секрет. He discovered that God the Father lives
in the praises of his people. Он обнаружил, что Бог живет среди славословия своих людей. So, because he had that secret, even when he sinned, God did not kill him. Итак, потому что у него был этот секрет, он знал этот секрет. When he sinned against God, God did not kill him. Когда он согрешил против Бога, Бог не убил его. Amen? Аминь. Why do we do that? И почему мы это делаем? Because God the Father lives in the praises of his people. Потому что Бог, Отец, живет среди славословия своих людей. And what do you call the place where you are singing, dancing, and rejoicing before God? И как вы называете то место, где вы радуетесь, танцуете перед Господом? Come again? What? Zion. Сион. Zion. Сион. Any place you decide to be meeting with God, and you come there with singing, praising, worshiping, rejoicing, exalting Him, is called Zion. Любое место, куда вы приходите, чтобы поклониться Богу, прославить Его, называется Сион. And when you start that, God has no option. He has two things to do. И когда вы начинаете это делать, у Бога нет другого выбора, как две вещи для вас сделать. Either He takes you up to heaven, Он поднимает вас на небеса, or He comes down. или Он спускается, His glory comes. и Его слава приходит, His presence comes. Его присутствие приходит. And when God the Father is in a place, И когда Бог Отец находится there в is месте, no devil or no problem that can то be на there. том месте нет никакого места для дьявола и других. Amen? Аминь. So, what I'm telling us is that the first theme of the 30 minutes is to dance, rejoice, exalt God, worship God. His presence comes down where you are, or it takes you heaven. But it's better for His presence to come. Because if He comes, before He goes, He leaves a blessing. Итак, то, что я хочу сказать, первые 30 минут, когда вы радуетесь, танцуете, восхваляете Бога, Его присутствие приходит на то место, где вы находитесь, или Бог возносит вас на небеса. Но лучше, чтобы Его присутствие пришло в вашу жизнь. That is something everybody must learn to do. Это то, что каждый человек должен научиться делать. To praise God. Славить Бога. To sing to God. Петь Богу. Hello? It doesn't matter whether you're in the praise and worship or not. И это не зависит от того, являетесь ли вы членом группы прославления или нет. Amen? Аминь. So, and I told us that this 30 minutes is something that can take depression away. И я говорил вам о том, что эта программа 30 минут, 30 минут, 30 минут. Это то, что позволяет депрессии уйти из вашей жизни. It makes you to bring God down. Эта программа заставляет Бога прийти к вам. And if God is around, He can't do without speaking to you. И если Бог находится рядом с вами, то то, что Он делает, Он начинает говорить с вами. Amen? Аминь. So, what did I say the next 30 minutes? Итак, What do we do the кто next 30 помнит, minutes? следующие 30 минут, что мы делаем? Come again? Yeah, reading the Word. Читаем Слово, правильно. And this is where we need to talk today. И это то, о чем мы сегодня будем с вами говорить. Reading the Word. Чтение Слова. What is the Word? Что это за Слово? What is the Word? Какое Слово? What is Word? Что это Слово? Слово это что это такое? What is the Word? Слово это какое The это Слово? truth. What is Word? Life. What is Word? Истина, жизнь, Eh? God. Бог. Who said God? Кто сказал Бог? You are mommy, so children don't give gifts to mommy. No, I'm lying because I don't have gifts. Amen? Mommy, thank you. Мама, спасибо. The вам. Word is God. Это Слово Бог. If you are praying for anything or that you are in depression, you want to know what God is saying, or you don't have money,
without the word, nothing happens. Если вы молитесь о восполнении каких-то нужд, о деньгах, о еще каких-то вещах, без Бога этого не произойдет ответа на эту молитву. Do you know, during creation, Вы знаете, до восстановления, during creation, during, на протяжении сотворения, во время сотворения, God, you know, there are three personalities in heaven. Three important. на Amen. небесах есть три Who are those важные three? личности. Кто это? God the Father, Бог Отец, God the Son, Бог Сын and the Holy Spirit. и Дух Святой. Then the fourth are angels. И четвертый — это все ангелы. What is the Son called? He has so many names, but I want one name. What is he called? The Son, our Lord Jesus Christ. Одно из имен Иисуса Христа. Какое? The Word. Слово. Amen? Now, tell me, during creation, God the Father, during creation, Итак, скажите, во время сотворения they said the earth was void. сказано, что земля была пуста. Who was moving on top И of кто the water? носился над землей? The Spirit of God. Дух Божий. And somebody was saying word. А кто-то произносил слова. Maybe somebody for the English club. Возможно, это кто-то по поводу английского клуба. So God the Father spoke the word, Итак, Бог Отец произносил слова, and the word, which is Jesus Christ. и слово, которым является Иисус Христос. Is anyone having doubt that the word is Jesus Christ? Кто-то из вас сомневается, что Иисус Христос это You want me слово? to show it in the back in the Хотите, я покажу book? вам это в Библии? You don't mind. So Jesus is the word. Итак, Иисус это слово. God the Father Бог Отец spoke the word. говорил слово. Our dearest, sweetest Holy Spirit. Наш дорожайший Дух Святой. He took the word, Он брал это слово, who or which is Jesus Christ, которым является Иисус Христос, and created и творил everything we see on this earth. все то, что мы видим сейчас на земле. Amen. Аминь. Amen. And the Bible tells us that God the Father created you and me in His image and likeness. И Библия говорит, что Бог Отец создал и сотворил нас по своему образу и подобию. You remember I was saying that let's give the Holy Spirit work to do. Помните, я говорил вам, давайте дадим Духу Святому работу. Because if you don't speak the word, Holy Spirit has nothing to do. Потому что если вы не произносите слова, не говорите слова, у Духа Святого нет работы. So, and let me tell you something if you don't know. Итак, дайте я вам скажу что-то, если вы не знаете этого. If you are a good praiser, good worshipper, Если вы хороший поклонник, прославляете Бога, and you can bring the presence of God down, or you can go to heaven in Zion, и вы можете принести присутствие Божье сюда на землю или сами вознестись на Сион. if you will not speak the word, Если вы не будете говорить слово, nothing will happen. ничего не произойдет. Holy Spirit works on the word of God. Дух Святой работает со Словом Божьим. So now we are talking of the next 30 minutes where we read the word aloud. Итак, сейчас мы говорим о следующих 30 минутах, когда мы вслух читаем Слово Божье. Now we have worshipped, we have prayed, we have exalted God. His presence has come, His glory has come. Мы прославляли Бога, поклонялись Ему, мы искали Его лица, и Его присутствие пришло сейчас сюда. You need to say the word. И вам нужно смотреть в Слово. You need to tell God,
or the Holy Spirit what you want Him to do. Нужно сказать Слово и сказать Духу Святому, какую же работу Ему нужно сделать. You see, the first 30 minutes will bring the presence of God or the glory of God. Первые 30 минут приносят Божью славу. The next 30 minutes we read the word aloud. И следующие 30 минут, когда мы читаем Слово Божье вслух. And the third 30 minutes we pray, sing in tongues or in the spirit. И следующие 30 минут это время, когда мы молимся на языках. Amen. So now, what is important in this situation? Итак, что является важным в это время? You see, it doesn't matter when you want the presence of God, you worship. Не важно, где мы находились, когда мы прославляли Бога. But now, the second stage of reading the word, what do you want God to do? What do you want the Holy Spirit to do? What do you want God the Father to do? Но следующие 30 минут, когда вы читаете Слово Божье, что вы хотите, чтобы Бог сделал для вас? Here it is important. Это важно. Here it is where you say what you want. Это то время, когда вы говорите Богу, чего вы на самом деле хотите. Here, if what you were experiencing before you came for that prayer was fear, Если до того, как вы стали молиться, у вас был страх, and you are trying to get rid of the fear, и вы хотите избавиться от этого страха. if when you came, you were in depression or about to get depression, Если до того, как вы пришли в молитву, вы находились в депрессии или были в состоянии на грани депрессии, and you want to get rid of the depression, и вы хотите избавиться от депрессии, or you want a breakthrough, или вы хотите, чтобы прорыв пришел в вашу жизнь, maybe job, maybe money, возможно, вы нуждаетесь в работе, в деньгах, or you want to marry, или вы хотите выйти замуж, жениться. it is here you choose what you want God to do. Именно здесь, именно в это время вы выбираете, вы говорите, что вы хотите, чтобы Бог сделал для вас. Let me give you a practical example. Давайте я вам приведу практический пример. You know poetry. Do you people know poetry? You know poetry? Poetry. Вы знаете, что такое птахоферма? Do you know? When all the chickens are hatched, Это то место, где выращивают курей. they are the same. Они все одинаковые. The only difference you make among them Единственная разница, которая есть между ними, is the food you give them to eat. это еда, которой вы их кормите. If you give them food called layers, Если вы им даете еду, которая называется layers, курица, которая дает яйца, как курица, которая дает яйца. So you get the food layers. Если вы хотите, чтобы кури неслись, то вы даете им соответственную еду. Amen. So because they eat the food called layers, they begin to lay eggs. Итак, если вы даете им еду, которая заставляет курей нести яйца, то они несут яйца, соответственно. Those eggs are not fertilized, so they cannot become chicken. И эти яйца, они не такие, как те яйца, из которых вылупляются цыплята. Amen. If you want to feed them and sell them as chicken, they are called broiler. So you give them the food they begin to grow big, they don't lay eggs. Но если у вас другая цель, взрастить этих курей, чтобы потом их продать как мясо, то вы даете им соответственную еду, и они уже тогда не несут яйца, но они растут, полнеют, и их мясо становится сочным. So that is what we do with the word. Это именно то, что мы делаем со Словом Божьим. Со So Словом. before you came to do the 3 sets, before you came
to do the 30 minutes, 30 minutes, 30 minutes, Перед тем, как вы пришли, для того, чтобы совершить этот цикл, 30 минут, 30 минут и 30 you минут, must know what you want from God. вы сами должны знать, чего вы хотите от Бога. You know, you remember Jesus said, go and pray. Помните, Иисус сказал, иди и молись. He said, your Father knows what you want. Он сказал, твой Отец знает, в чем ты имеешь нужду. But he's telling you to go and pray and ask God. Но все же Он говорит тебе, иди, молись и проси Бога. Brothers and sisters, Братья и сестры, let me tell you one truth. хочу сказать вам одну истину. Even though God knows what you need, Даже если Бог знает, несмотря на то, что Бог знает, в чем вы нуждаетесь, if you will not mention it according to His word, если вы не скажете об этом согласно Его Слову, in most cases, в in большинстве almost all cases, случаев, He won't do it. He will not do Он it. не сделает этого. Amen? So now, this 30 minutes, 30 minutes, 30 minutes, it solves a lot of problems. Итак, сейчас мы понимаем, что этот цикл 30 минут, 30 минут, 30 минут решает много проблем. But the end result depends on the words of God. You are going to say here what you want. Но конечный результат зависит от того, от тех слов, которые вы будете говорить Богу и Духу Святому, чтобы Он делал. The words you will read from your Bible. То слово, которое вы будете читать из Библии. Amen? Аминь. Because God said that He watches over His word Бог to сказал, perform что it. Он обозревает землю для того, чтобы сделать это. Amen? So, my question to you now. Итак, мой вопрос к вам. In which area should we take now? Is it depression? Is it fear? Is it blessing? What area will get some words to say that we want God to do? О какой сфере вы хотите поговорить? Это депрессия, это страх или это благословение? You say so that we can look a little. I want you both to understand this thing. Because if you understand this thing, you will always be king over the devil. Скажите, о какой сфере вы хотите, чтобы мы поговорили о чтении слова? В какой сфере? Страх, благословение или избавление? Is it depression? Which area? So that we can go right. Which area? Huh? What did you say? Who said favor? Okay. Who wants favor? I can't see hand. Okay. Who wants healing? Милость, исцеление. Who wants how to overcome depression? Как победить депрессию? Okay. It looks like depression. Do I talk on depression or on blessing or on healing? Because it looks 50, it looks 30, 30, 30. Huh? Вы поднимали руки, и это было почти одинаковое количество. Okay. Those of you who have your computer here or your telephone and you have the word there, you have the Bible in your telephone. У кого из здесь находящихся Библия находится в телефоне? Okay. Now we are talking of what? Blessing. Итак, мы сейчас поговорим о благословении. Type blessing and look for everywhere there is blessing. Найдите слово благословение, где оно встречается в Библии. The computer is very good these days. Очень хорошо. You don't need to read the whole Bible to know where those things are. You just have a computer, you type one word, it will show you all the places about blessings. Сейчас есть очень хорошие возможности. Когда вы пользуетесь Библией в компьютере, в телефоне, вы набираете просто слово «благословение», и вам не нужно прочитать всю Библию для того, чтобы узнать каждое местописание, где упоминается это слово, но вам уже выдается список. When should I stop preaching? Who can tell me? 10 minutes. Huh? Lena, how many minutes? Look at the time. How many minutes more do I have? Сколько у меня времени осталось проповедовать? 10.
Any group has a meeting today in this hall? Сегодня есть собрание у какой-то группы? Do you meet in this hall? No. Okay. So you've typed blessing there, right? Who can tell me what place, what chapter? Hey, fine girl. You speak English? No. But no, it's English. Do you know Jesus loves you? Вы знаете, что Иисус любит вас. Do you know? You said what? I love him also. Can we talk later? Можем мы с вами позже поговорить? Okay. Thank you very much. Спасибо большое. It's difficult for me to walk away from beautiful girl. Вы прекрасно выглядите, а мне хотелось бы работать с теми людьми, которые прекрасно выглядят. Amen? So what last did we say? Итак, о чем мы последнее говорили? Вы набрали слово «благословение». Which is the first one? Какие местописания вам выдал телефон? Come again? Good. Genesis 12:2. You want to read it or do I talk about it? Итак, это Бытие 12:2. Вы хотите прочитать? Read. So that they won't say I am formulating them. And I will make of thee a great nation. So I will make of thee. Look, when you read the Bible, what? Anywhere you see Abraham, good name. Sarah, good name. David, good. Samuel, good. Remove their name. Put your name. Are you getting me? You can't pray for Abraham who is in heaven. You can't pray for Sarah. Oh, where's my? You can't pray for Sarah who is in heaven. You pray for yourself. Or the person you are praying for. Your mother, your father, your husband, your wife, or your children. Is that clear? Каждый раз, когда вы читаете Библию и вы встречаете там именно Авраама, Сары, других Божьих людей, вы не молитесь за этих людей, но поставьте вместо имен этих людей свое имя или имена этих людей, за кого вы молитесь. One. It is what you say God will do. То, что вы говорите, Бог будет делать. Please see that that Bible had a topographical error. You know what is called topographical error? It is the mistake the printer made when he was printing that Bible. В Библии есть опечатки. Because the publisher didn't know that OVA is going to buy the Bible and the good things he wrote Abraham, Sarah, David. I'm not David, I'm not Sarah. So we forgive the printer. Anywhere we see those mistakes, we put our name. Тот, кто писал Библию, сделал опечатки. И он напечатал Библию, он сделал опечатки. И поставил там имена людей Авраама, Сары, потому что он не знал еще человека по имени Ови. Он не знал, что есть такой человек, поэтому не написал это имя. So he made mistake not putting your name in the Bible you are going to buy. Поэтому это не будет ошибкой поставить ваше имя вместо того имени, которое там упоминается. Because you must prophesy over yourself. Потому что вы должны пророчествовать о себе. Okay, let's go on. And I will make Ayo a great nation. Oh, class! I will make Ayo what? A great nation. Go on. And I will bless her. And I, God, will bless Ayo. Just her. Her means another person. Okay? And I will bless Ayo. I will bless Ayo. And make Ayo's name great. And make Ayo's name great. And Ayo shall be a blessing. Come again. And Ayo shall be a blessing. And what? And Ayo shall be a blessing. And Ayo shall be a blessing. You understand? Until you confess you will be a blesser, you cannot be blessing people. Пока вы не исповедуете, что вы являетесь благословением, то вы не будете благословением для других людей. Amen? Go on. And I will bless Ayo. And I will bless those that bless Ayo. Who?
You see, God said He will bless those that bless I. Сестра Айя считает, и она сразу же вставляет туда свое имя. И написано, что Бог говорит: «Я произведу от тебя Айю, великий народ, и благословлю Айю, и возвеличу имя Айю, и будешь ты, Айю, благословений. И я благословлю благословляющих Айю». And curse him that curseth Ayo. You see, it doesn't matter. Ayo is aware you are cursing her or not. If Ayo has declared these verses over her life, and you go behind and say, God will curse you. It's not Ayo now. It's God who is saying He will curse that person. И злословящих Айю прокляну. И, соответственно, если мы провозглашаем это, то не важно, какой человек за вашей спиной какие-то слова плохие в вашу сторону говорит. And in Ayo shall all the families of the earth be blessed. И благословлятся в Айю все племена земные. Come again? And in Ayo shall all the families of the earth be И blessed. благословлятся в Айю все племена земные. Is it written like that? Yes, Pastor. Написано ли там так? That through you all families of the earth Что через вас будут благословлены все племена земные? Can you imagine? Можете себе представить? Thank you. Spасибо. Now we have read that. Итак, мы прочитали это. Yeah, the problem, we don't have time. The problem of most people, Проблема большинства людей заключается в том, they don't know что how. они... You're not, okay, let me finish. You look for all other words that talks on blessings. Если мы посмотрим другие места из Библии, которые говорят о благословении, Then you spend 30 minutes talking, prophesying those words about blessing on yourself. то у вас займет 30 минут говорения и провозглашения благословения в свою жизнь. Amen? Аминь. But most Christians, they have 3 problems. Но у большинства христиан есть 3 проблемы. Well, we're talking of blessing. When we talk of blessing, in most cases, let's take money as an example. Мы говорили о благословении. Сейчас, например, возьмем деньги. There are things you need to do for God to bless you. Есть вещи, которые вы должны делать, чтобы Бог благословил вас. Most Christians, they take the word, they declare it, Большинство христиан берут слово, провозглашают его, but some Christians don't even read the Bible. но некоторые христиане даже и не читают Библию. They read the Bible once in 6 months or once in a Они year. читают Библию раз в полгода или еще реже. So when you pick the word, Итак, когда вы берете слово, you speak the word, вы произносите слово, you meditate upon the word, вы you declare. размышляете над словом. In our case now is blessing. В нашем случае мы взяли тему благословения. Then you must act. There are actions that you must take so that you become a blessing. Потому, соответственно, есть действия, которые вы должны делать, чтобы эти благословения проявлялись в вашей жизни. Okay, let's assume you want to be a multi-millionaire. Например, вы хотите стать мультимиллионером. You must think like a multi-millionaire. Вы должны думать, соответственно, человеку, который является You мультимиллионером. must declare like a multi-millionaire. Вы You должны must speak. провозглашать и говорить. Ваши слова должны быть как слова человека, который уже является мультимиллионером. You must act as a multi-millionaire. Ваши действия должны быть действиями человека, который является мультимиллионером. A lot of us who want to be rich, we don't pay tithes. Многие из нас, кто хотят быть богатыми, даже десятины не отдают Богу. And God said, if you don't pay your tithe and offering, you are a thief. A Но Бог говорит, robber. что если вы не даете десятины пожертвования, вы являетесь вором. So if you are a thief, how can God bless you? Потому если вы являетесь вором, как Бог может благословить вас? Yes, you've thought like a multi-millionaire. Да, у вас было мышление мультимиллионера. You've meditated like a multi-millionaire. Вы думаете и мыслите так, как мультимиллионер. But are you acting like a multi-millionaire? Но действуете ли вы так, как мультимиллионер? No. Нет.
your money. Богу не нужны ваши деньги. Before you came to the church is existing. If you go, you don't pay your tithe, the church will exist. До того, как вы пришли сюда, церковь существовала. Даже если вы не будете платить десятины и не будете ходить в церковь, церковь все равно будет существовать. But if you obey the laws of blessings, Но если вы идете в послушании с законами благословения, it will begin to work. эти законы начнут работать. You pay your tithe and you pay it in time. Вы даете десятину и даете ее вовремя. If you miss it, you must add 20% to your tithe. A lot of you don't know. И если вы не делаете это вовремя, то нужно 20% добавлять в десятине. You must not give dirty money to God. Don't bring dirty money to the church. Не приносите грязные деньги в церковь. Every word I'm saying, I can show you in the Bible. We don't have time, so I want to complete this 30 minutes today about reading out the word and acting on the word. You must be a word speaker. You declare the word. You must be a word thinker. Then you must be a word doer. Amen. Итак, из-за недостатка времени я не могу вам показать, где в Библии обо всем этом сказано. Там есть местописание об этом. Но мы говорим сейчас о 30 минутах, когда мы читаем Слово, и у нас, соответственно, должно быть мышление, соответственно, должно быть слова и действия, дела, которые вы делаете, они должны подтверждаться. Lord, can I say this? You see, one thing I've discovered with Christians. Я обнаружил одну вещь среди христиан. Yeah, some Christians pay their tithe, they don't miss it. Да, некоторые христиане вовремя всегда платят десятины. But the Bible says, don't come to a man of God without money. Do you know that? Но вы знаете, что в Библии сказано, не приходите к человеку без денег. How many times have you gone to meet your pastor, Pastor Boss, and say, can I bless you with this? Как часто вы приходили к пастору Босси, например, и говорили, что пастор Босси, могу я благословить вас, дать вам это? How many times have you looked around and bless somebody, whether chocolate or something in the church? Как часто вы подходили к любому человеку в церкви и говорили, можно я вас благословлю, хотя бы даже шоколадкой? Sister Ayo told me that God will make her a blessing to the nations. Сестра Ая сказала мне, что Бог сделает ее благословением для народа. And the Bible says, what you sow is what you reap. А Библия говорит, что то, что вы сеете, то вы пожнете. You don't sow in your pastor, you don't sow in your leader, you don't sow in your sister, you don't sow in your brother. How can God bless you? Вы не сеете вашего пастыря, вы не сеете вашу сестру, брата, других людей. Как Бог может благословить вас? Especially students. Особенно студенты. They think they are not supposed to pay tithe. Они думают, что они должны давать десятины. Students, Студенты, please learn to pay your tithe. пожалуйста, научитесь этому. Давать If десятины. your parents give you money to pay school fees, Если ваши родители дают вам деньги, чтобы оплатить учебу, after paying your school fees, после оплаты учебы, from the remaining money you use, pay your tithe. от остаточной суммы нужно дать десятину. Lord, can I give this testimony? Боже, могу ли я сказать это свидетельство? Okay, let me give you one small testimony. Итак, небольшое свидетельство. Before I came to the Soviet Union, До того, как я приехал в Советский Союз, and in the Soviet Union also, и уже будучи в Советском Союзе, I go to church once a year я ходил в церковь один раз в год, to meet the new year. чтобы встретить Новый год. Amen? But when I was in Nigeria, before coming to study here, Но когда я был в Нигерии, до того, как приехал учиться сюда, when I was working, когда я работал, some of my friends led me into a secret society. некоторые мои друзья привели меня в секретное сообщество. And I was doing all those practice, like burning candle, doing some things. И я делал все те вещи, которые были в том обществе. Мы зажигали свечи, ритуалы разные The проводили. only way God could stop me was sending me to Soviet Union.
Единственный способ, которым Бог мог остановить эти все действия в моей жизни, Он послал меня в Советский Союз. And you know, when I read that, when I was in that society, И когда я был в том обществе, the leader talked two things. лидер говорил две вещи. That God said we should pay tithe. Что Бог говорит, мы должны отдавать десятины, So I was paying tithe. поэтому я давал десятины. He said the other thing he got from the Bible, he said, Jesus said the Son of Man. If Jesus can do that, you can do that. Он говорит, что в Библии написано, что Иисус сказал, Он является Сыном Божьим. И если Он, Сын Божий, делает это, то и я могу это делать. Well, I paid it in Nigeria before I came to the Soviet Union. Итак, я давал десятины в Нигерии до того, как приехал в Советский Союз. The day I arrived Soviet Union, do you know how much I had in my pocket? В день, когда я приехал сюда, в Советский Союз, как вы думаете, сколько денег у меня было в кармане? Who can guess? Догадайтесь. Okay, let's guess, no time. 5 kobo. Wow. 5 копеек. I left that. That's the only money that I had with me. That I Это arrived деньги, которые Soviet были у Union. меня. Я приехал в Советский Союз. 5 копеек. Do we still use kobo in Nigeria? В Нигерии уже не Yeah, используют эту валюту. That is the money I arrived there. Это те деньги, с которыми я приехал сюда. But when we were students, Но будучи студентом, apart from those students who sell iPod and gold, you can get gold, you can get this artwork and go and sell in the West. есть студенты, которые перепродают золото And icon. и иконы. I didn't want to do that. Я не хотела этим заниматься. Apart from those students, I was among the richest in Kyiv. И кроме тех студентов, я был самым богатым в Киеве. 60% of the taxi drivers, they know me. 60% водителей такси знают меня. I don't take taxi for here to there. I sit down and say, let's agree. How much do you want for an hour? We agree. If it's 5 times, I pay, but you must wait for me. Я каждый раз договаривался с водителем, что давайте договоримся, сколько вам нужно, сколько мне нужно заплатить, чтобы вы ждали меня. Я не отпускала таксиста. Okay, taxi only is small. The taxi is not too much important. Но такси это не важная тема. I want, you know, in the Soviet Union, for you to buy furniture is a problem. В Советском Союзе была большая проблема купить мебель. You must be on the queue for 25 years. На протяжении 25 лет вы стояли в очереди. I walked to the minister in charge of furniture and told him I want furniture to take to Nigeria. Я работал с министром. Yeah, I walked to him. Я пошел к министру и сказал, что мне нужна мебель. He gave me paper to go and collect the furniture. Он мне дал бумагу, соответственно, разрешение, которое позволяло мне взять эту мебель. Most students cannot buy government price. Большинство студентов не могли купить. Because you can't get it to buy. You cannot get them to buy. Большинство продуктов или вещей были недоступны для людей, чтобы купить. Не было денег у людей. Secondly, when I went to the shop, instead of buying one, I bought 2. Но когда я приходил за покупкой, вместо того, чтобы купить одну вещь, я имел возможность купить 2. The other thing is that the Soviet Union said they will not carry cargo to Nigeria because they were building a Ajaokuta. They will not carry personal cargo from personal cargo, things of people to Nigeria. Во времена Советского Союза не разрешали личный груз пересылать отсюда в Нигерию. I went to Moscow. Но я поехал в Москву. I met the director who is in charge of the shipping line. Я встретился с директором. I told him I need to send my cargo to Nigeria, Lagos. И сказал ему, что мне нужно переслать мои личные вещи в Нигерию. I was the only Nigerian who got that year. In fact, for 5 years they don't give anybody. И я был единственным нигерийцем, кому они дали такое разрешение. When I went to custom to
cargo my things. They said they've never seen any foreigner that sent so much cargo home. И когда я пересылал свои вещи, то те, кто принимали эти вещи, они говорили, что они не видели ни одного человека, который бы пересылал такое большое количество вещей. In the Soviet Union, God gave me wisdom. В Советском Союзе Бог дал мне мудрость. Anything I wanted, I got it. Все, что я хотел, я получал. Medical equipment you can't buy. Even the Soviet Union is not having enough. I bought. То медицинское оборудование, которое мне нужно было, и его даже в Советском Союзе нельзя было купить, у меня оно было. And you can't send them away through custom. You cannot. The custom will not allow you to send the medical equipment home. Таможня не разрешала пересылать But God gave me медицинское wisdom. оборудование. God gave me Но Бог wisdom. дал мне мудрость. I met a diplomat. И я встретился с дипломатом. He wanted some things. Он хотел некоторые вещи. I helped him to get them. Я помог ему And I получить told эти him, вещи. you will take my things with you. И он помог мне провести, соответственно, мои вещи. So when I arrived home, I had a lot of things. You can't believe. Когда я приходил домой, у меня было множество вещей. Представить себе не можете даже. 5 kobo. Но приехал я сюда, и у меня было 5 копеек. 5 kobo. 5 копеек. So later, when I became saved, И позже, когда я спасся, I asked God, God, but you blessed me that time. Why did you bless me? я спросил у Бога: Боже, ты благословлял меня все это время. Почему ты это делал? I was a very bad boy stroke man when I was a student. Когда я был студентом, я был очень плохим человеком. I had so many girlfriends. У меня было очень много. I was, in those days, Africans cannot chase girls on the street. Знаете, в те дни африканцы не упускали ни одной девушки. I would chase a girl, later I don't have time for her, I will give her to another African. И когда я встречался с одной девушкой, то я потом ее передавал другому африканцу. I will ask, do you want a white girlfriend? Я его спрашивал: хочешь ли ты? They come and meet У me. меня была девушка, и они приходили. So Я находил I was so девушек. surprised. God, why did you bless me? Поэтому я был очень удивлен. Боже, почему ты благословил меня? He said, because you paid tithe. Но Бог говорит, сказал мне, потому что ты давал десятину. But God, I paid the tithe to a secret society. Но, Боже, я давал десятину в секретном обществе. He said, it doesn't matter. The man showed you my word. You obey. Но он сказал, это не важно, где ты это делал. Человек показал тебе Слово Божье, и ты делал, ты исполнял его. Amen. Even my dean, the dean of my medical school. Даже декан So you know now who I am, eh? университета. Doctor. I'm also a doctor. Nigerians are running after him to let them do their PhD. Студенты, нигерийцы, бегали за деканом, чтобы он дал им стипендию. I didn't ask. Но я не просил. He called me. Он позвал меня. You know his problem with Africans in the hostel is me. Его проблема с африканцами заключалась во мне. The problem we have in the hostel is women, girls. Проблема, которая была среди африканцев, это девушки, I которые... am always giving him the headache, whether the problem is mine or not. I always give him headache, whether my problem or not. И я всегда доставлял ему проблемы. Мои это были проблемы или He нет? didn't call me before people want to say, what are you doing in the medical school? You are supposed to be in the university to be a lawyer. Но он мне говорил, что ты здесь делаешь в медицинском университете? Тебе нужно было бы идти на юридический факультет. Because anybody who has problem, I will put it on my head. Потому что проблемы каждого человека я возлагал на себя. I made Yanga Shakara when he said I will give you postgraduate. I made Yanga. Say it. I made Yanga. Say it. Say it. No. Я становился Янга. I made Shakara.
остановился. Шоколад. I say I don't want. И сказал, я не хочу. I thought in Nigeria then, if you want to do your postgraduate as a medical doctor, any country, you want to, the government will give scholarship. Он говорил, что в любой стране, в любой стране тебе дадут стипендию. After I refused, Nigeria, Shagari canceled all scholarship. И после того, как я отказался, Нигерия отменила все стипендии. I came now to meet the dean. No, they've cancelled it. I want the PG. He said, look, your country people came to beg me. You are the only one who didn't come. I wanted to give you, refused. It's too late. I've written recommendation. Понятно? Он сказал, что мои земляки пришли к ему и дайте нам возможность заниматься аспирантурой. А я единственный нигерист, который не пришел. Он мне предлагал, а я не хочу. А сейчас прихожу, говорит, дайте. Он говорит, уже поздно. Я уже рекомендовал кого-то в Москву. So I leave. Okay, what do I want you to know about this? Anything you see in the Bible, practice it. Anything the pastor tells you, practice. You cannot come and claim, I'm a multi-millionaire, I'm rich. Итак, то, что я хочу вам сказать, все, что вы видите в Библии, делайте это, практикуйте это. If you want to be Если вы хотите быть multimillionaire, мультимиллионером, you must think like a вы должны multimillionaire. иметь мышление мультимиллионера, You думать как must speak мультимиллионер, like a должны multimillionaire. говорить так, как You мультимиллионер, must act like a multimillionaire. должны действовать так, как мультимиллионер. If you want to be a healer, pray and people are healed. Хотите исцелять людей, You must think like a healer вы of должны God. думать так, как человек Speak от Бога, который like a исцеляет. healer from God. Говорить так, как человек, который от Бога And исцеляет. do what healers do. И делать то, что делают It is a must. исцеляющие люди. Amen? Okay. I think we got the essence of the second 30 minutes. Итак, я думаю, что мы достаточно поговорили о второй части 30 минут. So anything you want, open the Bible, look for every verse that speaks on the thing you want. Итак, все, в чем вы нуждаетесь, найдите на эту тему стихи из Библии. Read them.